Финал конкурса «Мистер Выпуск 2023 школы номер 31». Конкурс проходит в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания и приурочен к празднику Дню защитника Отечества. Праздник храбрых, смелых, сильных и отважных наших защитников. Из поколения в поколение передаются лучшие воинские традиции и ценности, честь, верность присяге, беззаветная преданность служению отчизне. Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Желаем вам быть здоровыми, сильными, целеустремленными, стать достойными защитниками Отечества. В течение нескольких недель конкурсанты готовились к финалу, прошли предварительный спортивный и интеллектуальный этап. И сегодня самых смелых, самых мужественных, самых умных, самых красивых, самых веселых юношей нашей школы мы увидим на этой сцене, где у нас будет возможность познакомиться с ними поближе, и ребята раскроют свои творческие таланты. А для начала разрешите представить членов судейской коллегии. Председатель жюри, директор школы Бубякина Алина Егоровна. Заместитель директора по воспитательной работе Кулагина Людмила Александровна. Советник директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Романова Вероника Евгеньевна. Руководитель школьного медиацентра 31 кадр, учитель географии, основатель международной школы креативных навыков медиашкола Попов Дмитрий Игнатьевич. Выпускница 2020 года, студентка 3-го курса Российского государственного профессионально-педагогического университета Дровняева Алина. И мы начинаем! Встречайте! Рядом застойте. Каждый человек – это
маленькая вселенная. Чтобы разобраться в себе, порой не хватает целой жизни. И все-таки попробуем. Первый наш конкурс – визитная карточка. Конкурсанты должны представить рассказ о себе, представить свой мир увлечений, жизненные идеалы, мечты, девизы. Встречайте, ученик 11 технологического Б-класса Михайлов Константин. Раз. Меня слышно? Это я. В пальтишке модный такой, да? Сегодня кандидат в мистера выпуска сего года. Скажу честно, я идеалист. У меня есть свои собственные жизненные принципы, которыми я руковожусь при выборе своего жизненного пути. И мне их подали и вы тоже. И Иннокентьевна, и мои товарищи, и Анисия Викторовна, я подарю. Я еще порядочный достаточно человек. И, собственно, тут самое главное, я люблю покушать. Видно это по мне. А еще и Дева. И, кстати, гороскоп это достаточно совпадает по Деве, если что. Вы же у нас достаточно любители гороскопа, верно? Что бы еще бы о себе сказать, я думаю, вот в этот момент, наверное, славы, да, так сказать. Вот. И пока я подумал, у меня наверняка будет во взрослой жизни маленький, миленький такой батончик, песик. Я его назову Пухликом. Он будет такой маленький, маленькая подушечка на ножках. Чтобы я его обнимал такой раз и взял. И вот мы вспоминаем лето сейчас. Это хорошие нотки. Такие же хорошие, как и я. Такие же светлые, как и я. И такие же горячие, как и я. Именно то, почему именно я должен стать мистером выпуска этого года. Встречайте, ученик 11 педагогического Д-класса Кириллин Станислав. Всем привет. Меня зовут Кирилл Станислав. Я участник конкурса «Мистер выпуск 31 школы». Я родился в Чароче и с 2012 года проживаю в городе Иркутске. С первого класса учусь в 31 школе и провел большую часть жизни в этой школе. Оставил много воспоминаний. Я в свободное время провожу с семьей и с отцом. Мы любим ездить за город на охоту и охотиться на дичь. А с матерью мы ходим по ягоды на природу. И с сестрой мы любим готовить еду. Почему именно я достоин стать министром? Я считаю, что называть себя достойным стать министром выпуска — это слишком самонадеянно и глупо. Но я верю в свои силы и буду бороться в этом конкурсе, так как у меня есть много талантов и положительных качеств в характере. Я добрый, позитивный человек и со всеми проблемами пытаюсь разобраться мирным путем и добром, позитивом прохожу.
я хочу поступить в Дальневосточный юридический институт в городе Хабаровске на специальность оперативника. Я мечтаю стать полицейским, который будет охранять закон и порядок. Ведь у меня развито чувство справедливости, я считаю, что надо помогать людям делать добрые дела. Всем привет! Пришла весна, а это значит пора конкурса «Мистер Выпуск». Желаю всем удачи и всем пока! Большое спасибо Станиславу за его визитку. А теперь встречайте ученик 11-го педагогического класса Мелешкин Артем. Школа – это место, где я вырос, где я провел 2048 дней. За это время я опробовал на себе множество ролей. Сначала я был активистом бригантины, затем новой волны, а сейчас последняя глава – алые паруса, педагогический класс. Юные инспектора движения – одно из знаковых событий моей школьной жизни. Безопасное колесо, республиканские и всероссийские слеты, рекордное время по фигурному вождению на велосипеде в республике. На протяжении 6 лет я состою в школьном медиацентре 31-й КАВ. Снимаю фото, видео и монтирую проект. Наша школа дает возможность попробовать себя в разных ролях. Например, я стал правой рукой владыки музыки нашей школы. Во всех моих начинаниях меня поддерживала моя любящая семья. Мой отец научил меня отстаивать свою позицию, делать все на совесть и быть уверенным в себе. Моя мама научила меня искренне любить, думать головой, любить себя и свое время. Моя сестра научила меня видеть мир не так, как остальные, радоваться мелочам и просто наслаждаться жизнью. У моей семьи есть традиция. Каждым летом мы выезжаем на речку, чтобы побыть наедине с природой и провести время вместе. Мой отец воспитал во мне не только моральные качества, но и открыл для меня новое хобби – вырезание ручным лобзиком. Это позволяет мне расслабиться, уйти в свои мысли и получить удовольствие от процесса. Почему именно я достоин звания «Мистер Выпуск» 2023? А почему не я? Этот вопрос звучит просто, но отвечая на него задумываешься. Вспоминаешь 11 лет учебы. Я отвечу просто. Я учился в этой школе 11 лет. Все взлеты и падения были в этом здании, с этими людьми. Быть кандидатом в «Мистер Выпуск» уже значит для меня многое. Но быть мистером значит дать себе отчет за все 11 лет. Проверить себя и красиво выступить. Я достоин стать мистером Выпуск, ведь я открыл миру, людям отзывчивость, честность и просто ученик МОГУСОШ 31. Большое спасибо Артему за его визитку. А теперь встречайте ученик 11-го технологического Б-класса Фоменко Николай.
Всем привет! Меня зовут Фоменко Николай. С самого детства я был довольно активным ребенком. Как только меня увидели родители, они сразу же приняли решение отдать меня на танцы. Я просто обожаю танцевать. Я танцую каждую свободную минуту. С помощью танца я могу выразить свои чувства, эмоции и даже свое настроение. С 5 по 8 класс я был частью образцового ансамбля Сергей Чай народных танцев. Вместе с ансамблем мы посещали различные мероприятия и конкурсы, занимали первые места гран-при. Благодаря этому времени я точно понял, насколько культура и ценности моей малой родины великие, уникальны и необъятны. И вот уже 7-й год я активно развиваюсь в этом направлении. На благо моей родины и школы я веду активную жизненную деятельность, занимаясь общественной и социально значимой деятельностью. Важным этапом моей жизни является работа в свете старшеклассников школы номер 31. Я являюсь ярым активистом своей школы, активно развиваюсь в таких сферах, как экология, медиа, самоуправление, организация школьных мероприятий. Неоднократно призер Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и образовательных кейс-турниров. Обладая хорошими лидерскими качествами, я с удовольствием берусь подготовить классные и общешкольные мероприятия. Я не побоюсь повести за собой людей. Ребята, давайте на счет 3 скажем, у нас все получится. Раз, два, три, у нас все получится. Способность вести напряженную работу и не уставать вести за собой других – это очень важно для настоящего мистера. А если все вместе, вот это будет. Стоит заметить, что мистер – это прежде всего всесторонне развитая личность, которая всю свою жизнь учится чему-то новому. Прямо сейчас я работаю в образовательном центре медиашколы, где являюсь преподавателем по направлению дизайн. Вместе с коллегами центра мы проводим интенсивы, занятия по моему направлению и даже организовываем целые мероприятия. Каждое лето, вот уже на протяжении 3 лет, я работаю в детском оздоровительном лагере имени Каландрашвили. Именно работа в лагере развила во мне такие качества, как стойкость, уверенность, ответственность и креативность. А сколько можно лгать? Проще самому сказать об этом, что любовь была перестрелка душ. Мне стало скучно, я тебе не верю. И это... Еще раз всем привет, меня зовут Фоменко Николай. Думаю, парень сзади меня уже про меня все рассказал, поэтому я бы хотел ответить на главный вопрос, почему же именно я достоин звания мистера выпуска 2023. Прежде всего, мистер должен обладать такими качествами, как стойкость, целеустремленность, вообще он должен быть всесторонне развитой личностью. Он должен не побояться вести за собой людей и должен быть крепкой опорой для всех окружающих, и близких, в том числе и семьей, друзей и тому подобное. И этими качествами я не обладаю, и поэтому я бы хотел пожелать всем участникам данного конкурса удачи, ну и пускай победит сильнейший. Спасибо. Вот мы и познакомились с нашими конкурсантами ближе. Наше следующее испытание – монологическое высказывание на заданную тему. Приглашаем ребят на сцену. Ваша задача высказать на заданную тему, вытягивайте тему по очереди. Озвучьте свои темы. Мой наставник. Моя будущая профессия. Мой наставник. Моя школьная жизнь. Можете приступать
выступать по очереди. Мой наставник — это мой отец Кириллин Прокопий. Он с детства меня учил быть мужественным, терпеливым и учил жизни. Без него бы я не стал бы таким, какой я есть. Он очень добрый, позитивный и целеустремленный. И я пытаюсь... Я стану таким, как он. Все. Итак, моя тема – это моя будущая профессия. Я уже точно поделился со своим, так скажем, призванием, да, когда я буду работать уже по этой, так скажем, по этому делу. Я уже долгое время, практически 3 или 4 года, хочу стать дизайнером. Но многие меня спрашивают, почему именно эта профессия, ведь она какая-то непонятная, особенно иногда слышу там слова, то, что вот, дизайнер, не перспективный и так далее. Я очень творческий человек. Я люблю выражать все свои чувства, все свои, получается, все мои замыслы, выливать все это в какую-то работу. И это меня, на самом деле, очень успокаивает. Я очень хочу продвинуться в этом деле, потому что для меня это не просто рисовать что-то там на компьютере и тому подобное. Это, прежде всего, я считаю, мое призвание. И я уже по этой специальности в данный момент работаю, то есть я четко определился, и вообще будущая профессия зависит именно от тебя. То есть насколько ты к ней идешь, насколько ты к ней готовишься, это очень важно. Вот, благодаря Дмитрию Геннадьевичу в медиашколе работаю уже преподавателем по дизайну, и, соответственно, все те навыки, которые я уже приобрел, я это переношу в массы. Вот. Я планирую поступить в Санкт-Петербург, в Высшую школу экономики, школу дизайна. Да, я планирую туда поступить, и тоже меня многие спрашивают, почему именно туда, и вообще не заброшу ли я, так скажем, мою родную родину, мою республику Саха-Якутия. Но я хочу, чтобы вот это дело стало для меня как путеводителем моей родины, моих ценностей, вообще, чтобы по всей России, так скажем, да, увидели, какая у нас богатая культура, ценности, и все это можно вылить с помощью дизайна. И я думаю, в этом и есть моя цель. Большое спасибо всем. Мой наставник, наверное, мой отец, потому что он на протяжении всей моей жизни меня поддерживает во всем, несмотря ни на что. Кто-то идет против меня, папа мне дает советы, как сделать лучше, как поступить. Вот. Он меня направляет по жизни во всем. Куда бы я ни пошел, он мне сделает как лучше, скажет сделать как лучше, как поступить, и я прислушаюсь к его мнению. Все. Моя тема – это моя школьная жизнь. Итак, я начал свою школьную жизнь с выбора. Я мог, даже не мог, а должен был поступить в другую школу, так как район другой у меня. Но судьба и удача распорядились иначе. И я этим очень горд и очень доволен. Я стал учеником этой лучшей школы нашего города. Я учусь здесь с самого первого класса, и это мой самый последний класс. И все годы школьной жизни были мною горячо любимы. Все эти годы школа раскрывала во мне таланты. Все эти годы я усиленно готовился к взрослой жизни. Все эти годы я получал множество эмоций, чувствовал поддержку от моих друзей, моих наставников в школе. И вообще, что бы еще сказать? Вот школа, она по-настоящему стала для меня родной. И я всегда любил выступать на этой сцене, в этом актовом зале. Мне это всегда нравилось, я всегда гордился собой в этот момент, когда мне вручали грамоту или диплом. И здесь теперь в актовом зале висит такой хороший лозунг, который я считал бы
Наверное, воздвиг бы и свой жизненный принцип. Твори, мечтай, побеждай. И эта школа стала поистине для меня родной и лучшей. Большое спасибо нашим конкурсантам. А теперь дополнительный этап. Вопрос от жюри. Добрый день. Я бы хотела немножко уточниться. Вопрос конкретно кому-то или всем? Хорошо. Но я не буду задавать конкретно кому-то. Вот кто первый подойдет к микрофону, наверное, он и ответит. Что такое патриотизм? Вообще эту тему сейчас очень поднимают, очень сильно поднимают. И я бы хотела сегодня, наверное, услышать позицию наших молодых людей. Что такое патриотизм для вас? Я считаю, патриотизм — это гордиться своей родиной, своей национальностью, своим языком родным и не забывать о нем. Даже в старости, если ты живешь в окружении других народов, и все равно помнить о своем языке и не забывать его и носить в сердце. Спасибо большое. Вот кто первый, тот и ответил. Да? Да. Второй вопрос. Ну, опять же, так, Станислав у нас уже не участвует, да? Он уже ответил. Спасибо. Можешь не бежать к микрофону. Следующий вопрос. Что, я обращусь в единственном числе, кто из вас ответит, что ты можешь сделать для своей родины? Что ты можешь сделать для своей родины? Прежде всего, самое главное, если переходить к тому вопросу, то прежде всего нужно быть, естественно, патриотом своей страны. Патриотизм вообще для человека — это прежде всего любовь. И что я точно могу сделать, это никогда не забывать про мою родину. Это как минимум каждый человек должен это делать. Он должен точно быть уверен, где он живет, точно знать, на каком языке он говорит, какими ценностями он обладает. И в целом я могу сделать для своей родины все, что нужно, все, что будет в моих силах, тогда, так скажем, это и будет нужно. Да, спасибо. Следующий вопрос будет такой проектный. Сейчас у нас на дворе 2023 год. Переходим к 2033, через 10 лет. Где вы? Как вы? Что вы? Чем вы занимаетесь? Через 10 лет. Через 10 лет. Через 10 лет я вижу себя в роли учителя. Я долго думал свою профессию, и я вижу себя в роли учителя трудов. В школе, получается, наверное, иметь уже как минимум свой дом или квартиру, любящую семью. Наверное, все как-то вот так. Спасибо. Ну и, Константин, видимо, вам вопрос. В какие моменты вы испытываете национальную гордость? Я хотел бы еще раз услышать вопрос. В какие моменты вы испытываете национальную гордость? Вот так Гордость. вопрос. Я знаю. Сейчас я немножечко подумаю. В этот момент я буду махать руками, думать. В такие моменты я вижу чувствую национальность, гордость. Это в те моменты, когда я вижу, что наша республика, Якутская республика, развивается, когда у нас водружаются новые красивые здания, когда наши сограждане, наши земляки, якуты, действуют по лозунгу «Твори, мечтай, побеждай».
поколения достигают побед, когда наши программисты достигают собственных вершин, когда люди, мои земляки, якуты, воздвигают свое имя в ранг величия. Спасибо большое. Большое спасибо нашим жюри и нашим конкурсантам. А теперь самое время конкурсантам продемонстрировать свои творческие таланты. Наш следующий этап «Стань звездой». И мы встречаем Михаила Константина. Сейчас вот Варлам Алексеевич мне помогает. Хорошо. Собственно говоря, моя лучшая профессия — это архитектор. И он, опять я в третий раз повторю этот девиз, очень уж мне нравится, он творит, мечтает и побеждает. И чтобы стать архитектором, господа собравшиеся, надо уметь хорошо рисовать и соображать, и быть всесторонне развитым человеком. Так что отложу микрофон, чтобы показать вам. Я рисую такого вот Сократа. И надо уметь много голов. У меня еще в запасе здесь 2 головушки есть, но я показывать его не стану. Сейчас, момент, загляну свой телефончик, мобильный. Полностью уверен. Кстати говоря, как вы думаете, додумается ли человек сдавать домашние задания по литературе прямо со сцены? Я вот так задумался. Какие террористы. Так, я сейчас прошу меня заднее видно слышно? Хорошо. А то с микрофоном качество не еще падает. Итак, кто остановился? Александр Александрович Блок. Земное сердце стынет вновь. Земное сердце стынет вновь. Но стужу я встречаю грудью. Храню я людям на безлюдии неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев. Растет презрение и желание читать в глазах мужей и дев, печать забвения и избрания. Пускай зовут, вернись, поэт. Забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть с кожи лютой. Уюта нет, покоя нет. Вы, наверное, уже поняли, из меня достаточно хороший литератор. И память у меня тоже хорошая. Так что? Немного опять-таки у меня память коронавирус немного офигела. Поддержу. Книга. Да. И сейчас. Как я помню, в программе 9 класса у нас стоит такой прекрасный роман «Сикар» Александра Сергеевича Евгения Онегина. Ведь так? И, собственно, там есть такое прекрасное письмо главного героя к одной даме. Но я не хочу зачитать вам. Предвижу все. Вас оскорбит печальный камень свете. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд. Чего хочу?
какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подойдет. Случайно вас когда-то встретили, вас искру нежности заметили. Ей поверите вас, свою последнюю несчастную жертву. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце. Чужой для всех, чем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастья. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, твоих влюбленными глазами. Понимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство. Перед вами в боком замирает, глядеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен для вас хочу спасительную удачу. Не дорог день, не дорог час. Я напрасно. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увидусь. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затея хитрости презренной, и слышу ее. Когда бы вы знали, как ужасно тянется жажда любви, пылать и израстав ваших ног, здесь мольбы, признания, вере. Все, что выразить бы мог. А между тем, прикольным кладом вооружать и вечный взор, вести спокойный разговор.